26 ноября 1917 года в Бахчисарае в зале Совета и суда Ханского дворца происходило историческое событие. Открывался первый крымско-татарский Курултай. В Бахчисарай приехало более 10 тысяч крымских татар со всех регионов. Порядок охраняли эскадронцы, которые устроили парад перед делегатами Курултая. Для приветствия открытия Курултая прибыли представители различных национальностей и предприятий Крыма, Черноморского флота и различных организаций. Также прибыли чрезвычайные представители Украинской Рады, латвийские организации и другие. Было получено много приветственных телеграмм от всех тюрко-татарских национальностей России. После полудня делегаты совершили молебен в Хан-Джами, и в 2 часа дня Курултай был открыт пламенной речью председателя Центрального исполнительного комитета мусульман Крыма, главного муфтия Крыма Номана Челебиджихана. Сразу же после вступительного слова лидера был избран президиум Курултая. Курултай заседал с перерывами 18 дней. Съезд выделил из своего основного состава национальное правительство, директорию и принял конституцию, крымско-татарские основные законы. Однако заседание проходило в бурной обстановке, и, как писала газета «Голос татар», казалось, вот-вот разойдутся все по домам, оставив без определенного решения дальнейшую судьбу пославшего их в Курултай народа. И это было неудивительно, ведь к тому времени сформировались 3 основных крыла. Левое во главе с секретарем Курултая Али Баданинским, центр, представленный прежде всего муфтием Челебиджиханом, и праворадикалы во главе с военным министром Джафером Сейдометом. В итоге Курултай высказался за созыв Всеукраинского учредительного собрания и создание демократической республики в пределах полуострова. Он ни в коем случае не претендовал на управление другими этносами Крыма. Джафер Сейдомет разъяснил, Курултай всецело оставляет такие вопросы, как земельные, военные, международные компетенции Всеукраинского учредительного собрания. 14 декабря Курултай обнародовал первую крымско-татарскую конституцию. В ней обговаривались равноправие всех этносов Крымской Народной Республики. Предстояло создать и избрать крымский парламент Всеукраинского учредительного собрания, которому предстояло решать общие для всего населения политические, земельные и финансовые вопросы. В то же время крымско-татарские основные законы определяли пути демократии и дальнейшего политического, социально-экономического и культурного развития крымско-татарского народа. Для проведения основных законов в жизнь 18 декабря Курултай образовал директорию крымско-татарское правительство в составе 5 директоров – президента, министра по внешним и военным делам, министра образования, министра финансов и вакуфа и министра по делам религии. Директория взяла на себя руководство всеми делами крымско-татарского народа. Она осудила войну Совнаркома во главе с Лениным против Центральной Рады. 9 декабря для борьбы с большевизмом на полуострове образовала первый крымский штаб во главе с Джафером Сейдометом и полковником Макухиным. Центральная Рада признала его высшим военным органом на Крымском полуострове.